Найбольшая іх колькасць зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 117. З іх 74 раскрыта по гарачых слядах. Затрымано 40 подозренных особ. Также зарегистрировано 11 преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких. Все лица установлены и задержаны. Также за истекшую неделю погибло 10 жителей Брещины. Несчастный случай произошел в городе Пинске 22 сентября в 12:25. Поездом межрегиональных сообщений Брест-Гомель в Пинске был смертельно травмирован местный житель. Несчастный случай произошел в Березовском районе. В 12:25 грибниками был обнаружен пенсионер, житель Березовского района, который накануне пошел собирать грибы. К сожалению, мужчина был мертв. Сейчас по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Смерть не носит криминального характера. За мінулыя выхадныя зарэгістравана 4 дорожно-транспортных здарэння. 1 чалавек загінуў, 3 атрымалі раненні. На перекрестке неравнозначных дорог велосипедистка не уступила дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-велосипедистка от полученных травм скончалась на месте аварии. У Івацевіцкім раёне пацярпеў матацыкліст-бяспраўнік. У нецвярозым стане ён наехаў на агароджу. У выніку з траўмамі дастаўлены ў бальніцу. А ў Іванаўскім раёне п'яны вадзіцель таксама без правоў наехаў на матацыкліста. 81 правапарушэнне за тыдзень было выяўлена на мяжы. За гэты ж перыяд у вобласці здарылася 6 пажараў. Пацярпелых няма. Ну і немало праблем у рэгіён прынесла стыхія. Як і папярэджвалі сіноптыкі, у Брэскай вобласці яна разгулялася ноччу. В результате сильного ветра на территории Брестской области было отключено 117 населенных пунктов. 17 раз сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций. А именно, как зачастую, это падение деревьев. Помимо всего, было повреждено 2 автомобиля и 1 сельскохозяйственное строение. Пострадавших на данный момент нет. У бліжэйшы час у Брэскай вобласці таксама прагназуецца моцны вецер. Такое надвор'е захаваецца і заўтра. Будьце уважлівыя і асцярожныя.